Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Но причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Вы только посмотрите, это почти что Уфимское озеро Кашкадан. Но нет, мы в 220 километрах от Уфы. И несмотря на это, такое развлечение, как сабборд, здесь уже, привычное дело. Люди со спортом здесь на «ты». И герои этого выпуска поразят вас своей неиссякаемой энергией и желанием всегда двигаться вперед, вне зависимости от того, по воде это или по суше. Это проект «Мегасело», и мы в Тытышлинском районе. Говорят, нельзя преуспеть в нескольких делах одновременно. Герой этого выпуска – полное тому опровержение. Талантливый тренер, опытный агроном, любящий семьянин и просто хороший человек, который воспитал не одно поколение тытышлинских ребят. Все это Гелязев Идрис Адиатулович. Так, уважаемые спортсмены, остановись, равняйсь, мирно. Начинаем тренировочный процесс. Бегом по залам, марш! Так, боком побежали. Настя, не отстаем. Давайте договоримся, мы с вами не встречались, друг другу дорогу не переходили, так что у вас нет причин мне мстить. Оглушительный старт. Начинать, мне кажется, стоило с того, как правильно падать. Но что отличает чемпионов? Они всегда поднимаются. И в этом зале начинающие спортсмены тренируются бок о бок с уже звездами борьбы на поясах. Моя оппонентка – победительница первенства мира Регина Шаймухаметова. Зал для нее стал вторым домом. Рената, вот тренер, он все-таки что в вашей жизни значит? Лично для меня он отец, который был причастен к моему воспитанию, привитию к дисциплине и как-то все-таки повлиял на мою дальнейшую жизнь. А почему такой вид спорта? Я не знаю. Вообще, это было спонтанное решение. Я долго уговаривала маму, но она сдалась. Она боялась, наверное, переживала, да? Да. Угу. А вот он какой, если в деталях рассказать, там какие-то моменты с ним связаны, которые его характеризуют? Можно сказать, что это человек, который жертвует своей личной жизнью ради нас. Вы с тренером со скольки лет уже? Я с тренером занимаюсь 7 лет уже. В протяжении 13 лет этим занимаюсь. И до сих пор. И чего вместе достигли уже за это время? Первенство России выиграли. И первенство мира занял 3-е место в Казахстане. За счет чего это удалось достичь таких больших званий? Каждый день упорный труд. Утром, вечером тренировки. И дисциплину. И вера в себя. А вот вы были бы другим человеком, если бы не ваш тренер, как думаете? Не знаю даже. Но он сильно повлиял? Сильно, да. Если бы не он, я не знаю, может, хулиганом был бы. То есть такой вариант рассматривался? Да, до спортсмена и после спортсмена, разные люди.
Когда-то самому Идрису Адиатуловичу в спортивной секции института сказали нет. Мол, у нас здесь уже все кандидаты в мастера спорта. Новичков не берем. Нужно сказать спасибо этим людям, потому что после этих слов он поставил цель – воспитать как можно больше чемпионов и сельских ребят. Что, нас не устали? Нет, отлично вообще просто. У вас очень крутые ребята. Мне кажется, многое зависит от тренеров в таких ситуациях. Ну, да, наверное. От руководителя много зависит, да. Надо их поддержать все время, настраивать, задачи ставить и заставить бороться. Знаете ли вы, но они вас называют отцом. Многие, вот, с кем мы общались, они говорят, что вы как отец им. Ну, я слышал, что вы наш неродной отец, другой отец, второй отец. Так говорят? Говорят, да. Наш неродной отец. И что чувствует человек, когда слышит такое от своих воспитанников? Ну, гордость, наверное. Всю душу отдаем же им. Они чувствуют это, поэтому, наверное, такое отношение. Вот даже ваши ученики замечают, что вы иногда в ущерб родной семье, да, проводите с ними время, сопровождаете их там на соревнованиях, тренировках. Вам это зачем? Ну, это от детства, наверное. Я помню, где-то мне было 3-4 года. Отец меня повел на Сабантуй. Раньше, 60-е годы же, в каждой деревне был Сабантуй. Он меня посадил и сам начал бороться. Он такой худенький, сухощавый был. Такой тяжелые дяденьки вышли на него. Он всех выиграл. После этого у меня что-то в сердце это тронуло. После этого у меня борьба стала у меня смыслом жизни, что ли. Сколько лет работаю после института, это 85-го года. Куда бы я ни ездил, вот в 3 регионах работал. Свердловский, Пермский, Башкортостане. Всегда первую задачу ставлю вот организовать, если кто-то нету, заниматься ребятами. Наша задача побольше ребят, чтобы прошли через школу борьбы. Когда призовые места, что чувствуете? Во-первых, радуюсь за ребят и за свой Татышевский район, что мы в Татышевском районе сумели воспитать таких детей. Особенно вот в первенствах России, мира. Это гордость прет за детей, что я их вывел на такой уровень. В сельской местности у нас район-то по территории самый маленький. Смог. Не зря прошли эти годы, которые 2001 года первая была организована борьба. Я организовал, что эти годы не зря прошли. Татышлинцы – народ спортивный. В бассейне можно увидеть и детей, и пенсионеров. Фитнес тоже уже давно для многих стал нормой жизни. Девушкам полюбилась аэробика на свежем воздухе, есть свои футбольные, гандбольные и баскетбольные команды, но район богат на сюрпризы. Когда молодые занимаются спортом, это уже такое обычное дело. А вот увидеть на пробежке или во время зарядки пожилого человека – это уже очень милая и удивительная история. И в Татышлинском районе есть такой герой. И, между прочим, он рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Здрасте, физкультура и спорт. Здоровья! Слушайте, ну 84 года и такой спортивный. Да, он раньше каждый день занимался спортом, а сейчас в неделю 2-3 раза. Вы вот так вот следите, вам не страшно? Мне потому что, если честно, немножко боязно, что вот, преклонный возраст. Нет. Он же в молодости занимался раньше. И борьбой, и другими. Не То только есть закалка? Да. А вы всегда в роли болельщицы? Да. Да? Да, Ну, по конечно. соревнованиям раньше бывало, ездили, нет? В молодости ездила в соревнования, была болельщицей. Так благодаря поддержке, наверное, он из-за этого выигрывал такой. Наверное. Знакомьтесь, Железный хан. Так в народе прозвали Тимирхана Камельянова. Имя оказалось говорящее. По профессии он ветеринар, но при звании куда больше. Тимирхан Сабирьянович – 7-кратный чемпион мира по гирьевому спорту, многократный чемпион Европы. И, казалось бы, в 84 года уже можно было бы отодвинуть гири в сторонку. Но это не про Железного хана. Если собрать все ваши медали, то они будут тяжелее, мне кажется, чем эти гири. Будет у меня много. 100 с лишним у меня. Это медалей. Вы уже со счету сбились? Уже не считаете? Нет, много. Я с малых лет это. Я в 8 классе начал
Почему нравился этот вид спорта? Что вам давало это? Ну, когда маленький мы подняли сабантуй, я интересовался. С тех пор я занимался. Один раз только второе место, всегда первое место. Слушайте, ну вот это вообще удивительно. Тут мировой рекорд Гиннесса. Ага. Самая дорогая для вас медаль какая? Чемпионат СССР. Вот это? СССР есть? Есть. Во. Почему самая любимая медаль? Почему? Но это же союз. А этих ярких ребят и девчат видно издали. После первого ковидного года многие пенсионеры боялись выходить на прогулку. Так зародился клуб скандинавской ходьбы «Шагаем вместе». Это и для здоровья полезно, да и дополнительное общение. Некоторые участники клуба живут за 40 километров от райцентра, но приезжают на такие прогулки. От моих сегодняшних сокомандников меня отличает не только отсутствие такой красивой красной формы, но и изобилие медалей на моей шее, к сожалению, пока еще нет. Но мои новые друзья сказали, что все поправимо. Ну что, поехали? С другом вышел в путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Скользко. Мне вот надо постараться, чтобы в гору успеть. А у вас есть свои какие-то личные такие командные рекорды? Чем гордитесь? Да, конечно. По фоновой ходьбе по России мы заняли 4-е место среди 847 команд. Слушайте, ну это просто удивительный результат. Да, а по Башкирии, то есть по региону, получается, мы первые. Это что вы сделали? Это мы ежедневно шагали 25 тысяч шагов каждый участник, несмотря ни на дождь, ни на ветер. В течение месяца 20 тысяч с лишним шагов выходили каждый? Каждый день 25 тысяч шагов в течение месяца. Каждый участник команды. Если бы не палки в моих руках, я бы поаплодировала вашей дисциплине и выдержке. Спасибо большое. Так, подождите, а жизнь ваша изменилась, вот когда начали заниматься скандинавской ходьбой? На что-то повлияло это? Конечно, у нас и взгляды изменились, и в семье все хорошо, потому что... То есть скандинавская ходьба – это даже секрет семейного счастья? Да, потому что надо все успевать, чтобы семья не была в обиде. Мы быстро-быстро делаем дела, радуем свою семью и, конечно же, бежим быстрее навстречу друг с другом, чтобы тренироваться. На тренера Идриса Идиатуловича мы посмотрели, теперь узнаем, какой он дома. Следит за здоровым питанием и своих воспитанников, и членов семьи. И самая правильная еда – это та, в чем происхождение ты уверен. Огород богатый. Конечно, здесь заведует и его супруга Альфия Тимирхановна, потомственный учитель. Идеальный прием пищи для спортсмена какой? Для нас, для спортсменов, для борцов, это идеальная пища. Картофель, мясо – это все белок, да? И углеводы. И углеводы, да. Выращиваем для этого свеклу, морковку. У нас в рационе ежедневно морковка, свекла и мясо. Постараемся неделю 5 раз. Это клетчатка. Да, овощи, Вот клетчатка, да. Это выращиваем в своем огороде все. Рената чемпионка мира. Почему? Из-за питания такого в том числе? Ну, из питания тоже зависит сельское, чистое, экологически чистое, без химии. Альфия Тимирхановна, вот нам сегодня воспитанники вашего супруга сказали, что он все время пропадает на работе, что иногда, говорит, времени нам, говорит, уделяет даже, говорит, на больше, чем своей семье. Как вы с этим миритесь? Мы с ним 39 лет живем. И вот за это время он всегда на 2 работах работал. С 8 до 9 часов вечера. А поздно приходил домой.
Но, несмотря на это, он дома работал. А для него то, что он пропадает на работе, это мне даже нравится, да, потому что у него есть результаты, потому что я сама работаю в школе, а тренер – это тоже самый учитель. Мы много времени проводим с учениками, воспитанниками, поэтому я как-то хорошо отношусь ко всему этому. В какие моменты у вас, может быть, чувство удовлетворения приходит? Ну, удовлетворение, что дети занимаются, что Татышлах мы организовали, все еще продолжается, перерыва не было, уже 24 года же борьба существует. Просто думал, может, призеры России сделаем. Россия у нас призеры стали победителями. Потом о мире думал, может быть, в мире кто-то займет. Мир вышли, тоже взяли. Вот трое у меня за последние 12 лет, трое стали призерами мира. Ну, для сельских ребят это же хорошо. Что я удовлетворен получаю от того, что я сельских ребят мог поднять на такой высокий уровень. Показал им, что такое спорт, горечи поражения, радости победы. На подиум они поднялись. Это же хорошо. Я думаю, жизнь прожита не зря. Это очень хорошо, на самом деле. Да, да. Да. Ну, как-то раз он в больнице лежал, и под наркозом он кричал: «Борьба – это моя стихия». Даже так? Да, под наркозом. Борьба – моя стихия. А вы как встретились? Как познакомились вообще? Как нашли друг друга? Ну, наши годы молодежь была более активнее, я считаю. Каникулы, студенты собирали, друг к другу ездили концертными номерами. Из их деревни приехали студенты с концертными номерами. Ну, мы тоже вышли посмотреть, и она вышла баяном, пела песню. Мне сразу... Вы с баяном были? Да, Да, да. я Песню играю. пела. И я сразу влюбился, познакомились. Ну, она училась в Бирске, я в Перми, думал, не для меня птичка. Потом через 5 лет я учебу закончил, отслужил в армии. После армии уже смотрю, сказали из деревни Новотатыши тоже приехали артисты, тоже самодеятельные артисты. Выхожу, она сидит рядом, место пустует. Я сел, здравствуйте, здравствуйте, друг друга узнали быстро, и все, я мертвой хваткой уже не упустил ее, начал звонить, познакомились, друг другу ходить, вот так и вышло. Ну, это удивительно, 5 лет, и вот так вот судьба вас Да, свела судьба заново. свела, да. И вот через месяц я сразу сделала предложение. Вы долго думали? Нет, сразу нет. она сказала, я готов выйти замуж. Сюда, иди сюда, вот так, вот так. Только Но чем не оранжерея? Столько ярких красок, которые человек при желании сам может внести в свою жизнь, вне зависимости от места и, как мы сегодня уже поняли, возраста. Блин, для вас, конечно, обычное дело, но для меня это что-то с чем-то. Ой, это не боится. Любить надо работу, а потом польза будет. Получилось! Получилось! О, пошла. Как известно, в деревне без работы не сидят. Все-таки почти у каждого свой огород. Но Идрис Идиатулович решил пойти дальше. Он всю свою жизнь трудился на двух фронтах – спортивном и сельскохозяйственном, бегая с одной работы на другую. Вот как раз эту сторону, аграрную, мы и посмотрим. Идрис Идиатулович, по коням? Работу главного агронома Идриса Диатулович оставил 5 лет назад, но сельское хозяйство так просто не отпускает. Нет-нет, да и обратятся за консультацией. Татышлинский район не самый простой для аграрного дела. Подходить нужно с умом. Слушайте, тяжело вот так вот. Это же тоже работа такая главного агронома. Ну, занимает очень много времени. Все время надо быть, особенно в сезон, на полях, наверное. Ну, я считаю, это главный агроном Татышлинского района, это самый ответственный участок, потому что, как главный агроном, главный технолог же, ты должен все знать, лучше всех растениеводстве разбираться.
в технологии разбираться. Ты должен всех агрономов собирать, их надо направлять. А вам это тоже интересно, да, сфера деятельности? В том числе? Агрономически, да? Да. Ну, очень интересно, потому что я вырос в земле. У меня отец был бригадиром, полеводский бригад, всю жизнь работал. Он вот маленьких лет мне брал поле, мы даже измеряли поля. Раньше же машин, техники не было, все ручной, землемерами. И в 5-6 классе мы все уже работали на зернотоках. Это зернотока у нас самое веселое место было. Там вся молодежь, да, девчонки. Место там, тусовок, так можно место сказать. тусовок, да. Не в клубах, а вон там мы тусовались. Там комбайны шумят, зерно идет. Это веселое, очень веселое места было. Вот сейчас вспоминаешь, все-таки хорошие времена жили, не жалеем. Здравствуйте. Здрасте. Это руководитель этого хозяйства Данил Данисович, это главный агроном Расил Наилевич. Настя, очень приятно. Здравствуйте. То есть все друг друга знают уже 1000 лет здесь. Ну да, вместе работали. А сейчас своим хозяйством занимаетесь? Да, своим хозяйством. И как процветает? Ну, потихоньку стараемся. Проблем с кадрами нет? Это сейчас говорят вот. Ну, проблемы есть с кадрами. Но работаем. У нас есть агрокласс. То есть со школы, что ли, получается? Да, со школы. А можно посмотреть, как это? Я, может быть, сама даже попробую. Давайте. Может, починю вам что-нибудь? Главное, не сломать. Это Феррари? Нет, это была Сельмас. Никогда о таком не слышала. Официально заявляю, что это самый большой транспорт, за рулем которого я сидела. Даже не верится, что сейчас этой махиной управляю. Для вас, конечно, обычное дело, но для меня это что-то с чем-то. Там вот стоит директор, переживает, трясется. Слушайте, особенное чувство сидеть за такой махиной, такая ответственность. Сколько миллионов стоит? 20, наверное. 20? Да. Ёшки! Все, оставим тогда. Да. Вам не страшно было? Нет. Уверены? Нет. Да. А девушку механизатора встречали когда-нибудь? Нет. Все. Как думаете, есть шанс на обучение? Нет. Есть? Нет. Спасибо. Спасибо за веру в меня, когда я сама даже не верила. Все нормально, мы с Рамилем меняемся. Теперь он ведущий этой передачи, а я в механизаторы. Ну скажите честно, сердечко ёкнуло? Нет. Да. Конечно, мы когда сказали 20 миллионов, такая махина стоит. В какой момент-то стало страшно? Когда вы начали назад давать, что мы 2 комбайна угробим. 2 комбайна? Тут, значит, больше за механизатора надо было переживать. Мне кажется, у него там сердце чуть не остановилось в этот момент. Но Рамиль нормально выдержал. Спасибо, что не пожалели рискнуть 20 миллионами. А вот и тот самый агрокласс. Воспитывают кадры под себя. Все будет собираться в обратной последовательности, когда детали придут с ремонта. Запоминайте все. Айнур, это что, большой конструктор? Это да. Игрушка, так сказать, взрослых мальчиков. А, даже так? Да. А это все студенты? Да, студенты. Учатся, вот сейчас практику проходят. Некоторые из них обучались вот у нас в агрошколе. При вашем хозяйстве? Да. И что она себя представляет? Объясняет весь суть работы. В технику они тоже садятся. Все они сами делают, сами пробуют своими руками. И у них получается вот сейчас уже во время практики стаж идет официальный. Как думаете, многие из них вообще потом захотят остаться в этом деле? Ну, знаете, мне кажется, даже они все захотят остаться, потому что ребятам самим нравится работать тут. Я вот сам тоже жил в городе, я тоже недавно приехал, решил сюда приехать, да. Сам родом отсюда, но после того, как отучился, вот, уехал на север работать, потом переехал в Екатеринбург, в Казани тоже жил, много чего попробовал, но в итоге вот решил приехать сюда, на родину.
Ну, хозяйство с таким богатым, с богатой историей, я понимаю, если 100 лет в этом году. Что хочется дальше? Ну, в будущем хочется то, что надо производство молока у нас увеличить. От молока зависит финансовое положение хозяйства. Поэтому чем больше молока, тем больше денег в кассу хозяйства входит. И повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Планируем строить новые фермы на 800 голов, уже без привязанного содержания. А приятно все-таки работать с землей, работать в родном краю, можно так сказать. Все-таки своя специфика, наверное, есть работа в сельском хозяйстве. Приятно, когда вот посевная заканчивается, когда пойдут дружные сходы, когда уже приятно, когда кладовое зерно, все убрано. И когда уже ближе к зиме, это когда все, земля спахана под землю. Сельское хозяйство, я считаю, это не работа, это образ жизни. Образ жизни, да. Образ жизни. Если ты землю не любишь, лучше не работать. Лучше не идти сюда. Да, лучше не идти. Хозяйство Крупское славится своим хумусом. В ковидные времена очередь за ним стояла. Рецепт старинный, все вручную. И готовит его Данира Хаматова. Живет в соседней деревне. Зимой до хумуса дельни добирается на лыжах. Летом приезжает и помогает внуке. Ой, это не боится. Начинаем доить. Ай, доить. Бисмиллахиррахманиррахим. Угу. Что такое? Ай. Так, это как? Это делает вот так. Открываем сначала, да? А это открыто, это закрыто. По одной По делаете. одной? Осторожно, это может быть. Может легнуть, да? Получилось! Получилось? Получилось! Молодец. Молоко пошло. Молоко пошло. Вот этот, говорят, очень суровый. Даже взгляд, смотрите, как смотрит. Мы не враги. Мы не враги с тобой. Вы с улыбкой все время. Любить надо лошадей. И чистота надо. Все время чистота. Любить лошадей? Если лошадь не любишь, не надо работать. Да? Угу. А вы прям любите лошадей? Да, 12 лет работаю уже. Деньги надо, но работать не любит. Любить надо работу. А потом польза будет. Опасно. Ага, осторожно. Давай, берем уже. Убираем? Просто один? Вот. Ох, вот так, жалко было сначала вот так держи, чтобы молоко не осталось. Чтобы молоко не осталось. И вот так делай. Вот так вот. Бисмиллахиррахманиррахим. О, Меня мороженое. мороженое, какие-то взбитые сливки. Прям. И как хумус ваш покупают? Да, покупает, очень любит. Очень любит. Откуда приезжают? Из разных городов. Янаул, Пиля, иногда Карайдиля районынан келдилер. Бураева, Балташева, Куяда. У вас такой вкусный хумус? Говорят, что да. А хумус хумусу рознь? Отличается? Да, отличается, очень отличается. Иногда покупают по дороге люди и приезжают сюда. Отличается. Совсем другой вкус. Это же деревянные бочки. Мы же не механизированные. Только руками делаем. Перемешал? Так, вроде да. Поняли. Так. Надеюсь, получится не хуже. Сейчас простоите. Добавляете. Все, спасибо. Остаетесь здесь. Спасибо. К этому жизнь меня не готовила. Так вот. Не знала я, на что шла. На что меня подписали. Сунули бумагу, сказали, здесь ставь подпись. На следующий день уже все. Отправили в деревню.
Давайте правая отдохнет. Меняемся. Трудная работа, конечно, очень полезная работа. Если любишь работу, надо любить. Все уже. Отлично. Команда. Міне шоқымызды әзір болғаш, сол алып емінді. Холодильниктен алып. Так, попробуем? Попробуйте. То, что немножко мимо, это не страшно? Близко надо, не шулай, чтобы да. А, вот так вот. Ни капли мимо, чтобы не понесли убытков. Да. Чтобы маржинальность хорошая была. Кумыс из натурального кобыльего молока без добавления консервантов и пищевых добавок. Но в этом мы сегодня убедились. Теперь осталось попробовать напиток, приготовленный впервые собственноручно. Божественно. Либо я прирожденный кумысодел, либо рецептура настолько идеальна, что ее испортить не может даже новичок. Что-то машина заплыли, заедем на мойку. Это у нас необычная, робот-мойка. Робот-мойка? Да. Вот наш робот зазывается, смотрю. То есть мы их мыть не будем, вы меня не заставите? Нет. Как вам такой сервис? Ну, нормально, я считаю. Надо заехать с той машиной. С другой еще? Да. Ну, интересно, я согласна, вообще очень необычно. А вы часто за рулем, да? На соревнования, наверное? Соревнования тоже езжу, но когда работал агрономом, по 250-300 километров каждый день. Весной, летом, осенью у нас выходных не было. И после этого еще на тренировку бдите? На тренировку, да. 6 часов. Сила, вот меня вообще это удивляет просто. Ну, не знаю. Лишь бы было желание. Слушайте, а вы сами, бывало, рублем поддерживали, да? Ну, поддерживал. Без этого никак. Например, командировочный дается от 500-700. Ребята вес гоняют, иногда они 5 раз, 6 раз после вот сгонки кушают. И вы кормите? Ну, приходится. О, пошла. Здрасте. Здравствуйте. Это что за прелесть? Это вам гостинцы. Все натуральное. Из Татышлинского района. Коты, кефир, молоко, масло. А это из нашего приусадебного участка. Спасибо большое. Такие прекрасные продукты от таких прекрасных людей. И очень бы искренне хотелось, чтобы это все жило и процветало. Мы жили и трудились, делали все, чтобы сельские ребята не были обделены, занимались спортом, учились, трудились, достигали в спорте не только районном масштабе, мировом масштабе. Мы это доказали и в дальнейшем будем работать для блага района, для блага сельской местности, для блага сельских ребят. Спасибо большое, дайте вас обниму. Я к вам, знаете, что хочу в гости без камер, так просто приехать. Ага, приезжайте. Спасибо. Мы рады. Вам спасибо. Вы очень приятные люди. Спасибо большое. Обычная улица, обычный дом, в котором, казалось бы, живет обычная семья. Но если вдуматься, вот они, герои наших будней. И что это, если не подвиг идти к своей цели вопреки всему, не ради себя, а ради других, таких, как и он, когда-то простых сельских ребятишек, без корысти и надежды на вознаграждение.
Не найдя подобного человека в своей жизни, Идрис Адиатулович решил создать его сам, став таким для других. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Айдар, ну превратить эту прекрасную тыкву в карету я вас не буду просить, а вот сделать что-то притягательное, необычное, а главное вкусное все же попрошу. У нас будет суперсезонное осеннее блюдо и по краскам, и по вкусу. Потому что мы будем использовать здесь еще бруснику, листья молодой свеклы, стейк из тыквы, можно его так назвать, и будем сочетать его с соусом из халвы. Ого, вот этого я не ожидала точно. Поэтому сегодня мы сделаем небольшую такую гастрономическую шутку, я бы даже сказал, из тыквы. Ну давайте пошутим. Я предлагаю начать сначала с соуса. Нам нужно взять халву, ее измельчить. Кладем сотейник, добавляем сюда сливки и разогреваем на плите. Ваш инструмент, пожалуйста. Нашла призвание. Далее нарезаем тыкву. Тыква у меня предварительно подготовлена, мы ее запекли. И обратите внимание, я оставил ее специально с кожуркой, для того, чтобы она держала. Потому что мы, когда ее обжарим, будем есть, мягкая часть, она будет более рыхлая, а та часть, где кожура, она будет более текстурная, ее будет приятно есть. А жарим мы на сливочном? Мы жарим на смеси растительного и сливочного масла. Так будет вкуснее. То есть растительное будет служить нам как маслом для жарки, а сливочное будет давать цвет, ароматику. Сразу же подсаливаем. И у нас еще, обратите внимание, есть такая брусничный такой конфитюр, такой вареница небольшое. То есть здесь ягоды, сахар, ничего сложного, ничего хитрого. Она будет давать у нас кислинку. Да, также подсаливаем. Можно добавить сахар, тогда она карамелизируется. Клади сахар, как будто солишь. Хороший цвет появляется. Вот наша задача, чтобы тыква со всех сторон была вот так обжарена. Тогда она будет просто... Снимаем обязательно салфетку для того, чтобы удалить лишний жир. Он нам не пригодится. Соус нам надо вернуть туда, разогреть. Немножко, да. Подостыл. У нас все готово, мы можем начать сервировать. Хочешь, я тебе дам тарелку, и я сделаю свою закуску, ты сделаешь свою? Ну, ладно, эту минутку позора я переживу. Нужно взять ложечку соуса. На самом деле, как будто грибной суп. Да, похоже. Ты можешь порисовать так, как нравится тебе. Выкладываю строчителлу. Далее тыкву на нее и ягоды. Все, и даем сверху зеленушечку. Вот такая закуска у нас получилась. Креатив. Ну, как получилось, так получилось, конечно. Голосуйте, ставьте лайки. Ну что, вот такое осеннее блюдо у нас получилось. Самое время попробовать. В общем, нужно отрезать кусочек тыквы, макнуть ее в соус из халвы щедро, положить в рот. И дальше уже следующим ягодки с сыром. Брусничку. Да. Так, все хорошо. Да. Очень интересный вкус, и вначале даже немножко как будто похрустывает такая корочка вот этой тыквы. И потом, после вкуса вот этой халвы, она чувствуется как будто немного напоследок. Вот у меня, по крайней мере, сейчас так было. И кислинка брусники прям вот. Ты не ожидаешь, что что-то еще будет, а так вот брусника врывается вообще в это буйство вкусов. Нет, очень интересно. В этом и есть вся фишка этого блюда, когда у нас блюдо не полностью одинакового вкуса, а с каждой вилкой у нас открываются новые картинки, новые вкусы, новые сочетания. Это даже просто интересно есть. Спасибо. Пожалуйста, что я могу сказать? Приходите к нам еще.
В Татышлинском районе много талантов, и не только в спорте. Здесь живет большое количество удмуртов. И в деревне Везовка есть народный фольклорный ансамбль «Учуныл», что переводится как «соловушка», и поют они соответствующе. Колхоз мылен дамна геш, шаер ясы был дишке.